В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Ленинском районе 1 сентября удалось найти заблудившуюся пенсионерку, которая ушла в лес по грибы 28 августа. Женщина находилась в тайге 4 дня. Сначала поиски заблудившейся организовали родственники, позже подключились специалисты службы спасения, волонтеры и сотрудники МЧС. Сейчас женщина находится дома, состояние ее здоровья удовлетворительное. Каких правил безопасности необходимо придерживаться, отправляясь в лес по грибы, по ягоды или в поход, расскажет гость студии Евгений Золкин, заместитель начальника поисково-спасательного отряда, спасатель 1 класса. Евгений Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы рассказать, в какой период и, точнее, в какое время чаще всего теряются люди, как часто к спасателям обращаются за помощью в целом. Как правило, потеряшки, так называемые, да, люди, которые теряются, это в сезон грибов. Как правило, это конец июля, начало августа, когда начинается очень большой рост дикоросов, грибов и ягод. И по времени, соответственно, это ближе к вечеру, пока человек находится, он в азарте. Чем дальше уходит за грибами, ягодами, соответственно, наступают уже сумерки, темень, и он начинает терять ориентиры, соответственно, солнце уходит, либо какие-то другие ориентиры, и он на месте не сможет ориентироваться, и, соответственно, теряется все. Это вот, говорю, июль, август и вечерняя пора. Конечно, хотелось бы спросить, по каким причинам люди не могут найти выход к дому? Вы уже сказали, что это сумерки, темное время суток. Может быть, есть еще какие-то факторы, которые влияют? Один из факторов – это азарт. То есть, как называемая тихая охота – это азартная охота. Да? То есть, чем больше грибов ты собираешь, в азарте ты уходишь дальше от той местности, в которой ты входил, которая более тебе знакомая. И, соответственно, теряешь ориентиры и теряешься, соответственно. Если еще это пасмурная погода, незнакомая местность, если ты еще в компании, соответственно, идешь, группа лиц, они разъединяются, соответственно, кто-то пошел в одну сторону, кто-то в другую, кто-то более опытен, кто-то менее, соответственно, расходятся, и так люди теряются. А существует ли какая-то статистика, кто теряется чаще всего? Может быть, мужчины, женщины, возраст определенный? Да, как правило, мужчины и женщины одинаково, но в последнее время стало больше теряться пожилых людей. Пожилых, больных людей, соответственно, которые выезжают своими родственниками на природу и, отбившись, либо они сами уходят, не оповещая родственников. Как правило, людям в пожилом возрасте надо чем-то заниматься, да, двигаться и так далее. То есть вот они уходят за грибами и, соответственно, уже в том пожилом возрасте начинают уставать ближе к вечеру, соответственно, внимание рассеивается, ориентиры теряются, и пожилой человек просто дезориентируется в пространстве и теряется все. А как организуются поиски людей в природной среде? Какие методы применяются в самом начале? Как правило, алгоритм действия, да, при поиске, это чем раньше и быстрее поступит информация о пропавшем человеке, то есть оперативной, дежурной и экстренной служб, чем быстрее получит, тем быстрее начнутся поисковые работы. То есть, соответственно, при поступлении информации должно быть объяснено, сколько лет, в какое время потерялся, куда пошел, зачем пошел, возраст, пол и так далее, да, какие с собой были, допустим, средства связи, были, не были и так далее. То есть конкретно описать те действия, которые совершал пострадавший перед тем, как потеряться. То есть что собрал, что не собрал и так далее. Чем больше информации оперативной по службе поступает, тем быстрее у нас происходит поисковая работа. То есть успех поисковых работ зависит на первоначальном этапе, когда собирается информация. Чем больше информации, тем проще спасателям работать уже в лесу. Но ведь в некоторые моменты родственники берут на себя ответственность, выдвигаются сами на поиски и потом уже подключают специалистов. Вот в этом-то и самая большая ошибка. То есть в первую очередь надо оповещать экстренные службы, чтобы уже подключить профессиональных спасателей, которые могут по карте определить уже район, то есть местонахождение, приблизительное местонахождение пострадавшего, да, и выдвинуться в кратчайшие сроки, то есть имея специальные средства,
навигацию, спутниковые, громкоговорящую связь, там, сигнализационную связь и так далее для подачи сигналов. У родственников, как правило, этих нет приспособлений. И на первых часах поисков пострадавший уходит далеко в лес, и, соответственно, спасателям уже затрудняется работа, затрудненная. Но тут в прямом смысле слова каждая минута на счету. Конечно, конечно, это безусловно. А как человек может себя обезопасить, собираясь в лес? Возможно, есть какие-то бытовые лайфхаки на всякий случай? Ну, в принципе, сейчас в пространстве интернета, да, в пространстве интернета пишутся, что надо делать перед выходом в лес. Соответственно, грибник, ягодник, ну, любой там турист и так далее, должен в первую очередь собрать те вещи, которые ему понадобятся в лесу. Да, это спички, соответственно, питание, вода обязательно. Если вы в осеннюю там, или весеннюю погоду, в зависимости от погоды, взять теплые какие-то вещи, да, обязательно, если есть навигационные приборы какие-то, как правило, сейчас уже все продвинутые, даже бабушки и дедушки пользуются гаджетами, правильно, да? То есть полностью заряжен телефон, то есть чтобы у нас, в принципе, город, пригород и ближайшие районы, сейчас все, в принципе, они входят в зону досягаемости связи. То есть и в любой момент, как бы набрав телефон, можно выйти на связь и как бы оповестить, в каком районе ты находишься. Хотя бы приблизительно сказать, в каком районе, и спасатели уже сориентируются по карте, находясь в оперативной дежурной смене, уже могут указать точку, в каком районе может быть пострадавший. Вот. Ну и вот изначально продукты питания. И если человек есть какие-то определенные заболевания, то обязательно с собой медикамент. Это одно из первых правил. Евгений Игоревич, есть также еще правило: если вдруг ты заблудился в лесу, то нужно оставаться на одном месте, и тогда тебя быстрее найдут. Это какое-то заблуждение или, возможно, есть еще советы, что вот все-таки делать человеку, если он понял, что он не может найти дорогу домой? Совершенно верно. То есть, когда человек заблудился в лесу, да, то есть понимает, что он уже заблудился на той или иной местности, надо не впадать в панику, как бы успокоить себя и оставаться на месте. Если вы не знаете населенную местность, конкретную местность, где вы далеко зашли, да, либо надо найти какую-то большую полянку, либо, если дорога, остановиться на дороге, успокоиться. Прежде всего, если вы поняли, что зашли далеко, соответственно, вам 100% придется ночевать. То есть надо подготовиться к ночлегу, собрать дрова, развести костер. Соответственно, если мы разводим костер, то надо соблюсти все меры противопожарной безопасности. То есть если мы подожгем тайгу, то что? Можем сами пострадать. Но, соответственно, если вы еще подожгете эту тайгу, то уголовная административная ответственность наступит. Правильно? Вот. И при соблюдении тех мер пожарной безопасности разжигайте костер. Тот же самый костер служит вам для обогрева и также для подачи сигнала спасателей. Мы уже проговорили, что делать родственникам, если они поняли, что их близкий человек заблудился в лесу. Давайте оформим это в какие-то такие топ-5 правил, возможно, что им нужно делать и по каким номерам телефонов нужно обратиться. Ну, в первую очередь, они должны позвонить в диспетчерскую службу 112. То есть это единый телефон диспетчерской службы, который в кратчайшие сроки, оперативно реагируя, оповещает все экстренные службы. То есть начиная от спасательных служб, полиции, скорой помощи, то есть проходит информация по всем экстренным службам. Это единый телефон 112. То есть у нас даже вы, не имея доступа связи, да, грубо говоря, где-то потеряла связь, на телефоне есть вызов, экстренный вызов. То есть при нажатии экстренный вызов также автоматически попадаете на телефон службы 112. То есть это есть у нас телефон 01, это диспетчер пожарной охраны 01. То есть они также принимают заявки, которые потом пересылают автоматически спасательным службам, нам, службы спасения, то есть по всем реагирующим службам, которые имеются на территории. Евгений Игоревич, есть службы спасения муниципального характера, регионального и даже федерального. Расскажите, пожалуйста, все ли они работают взаимосвязаны между собой, работают по одному регламенту? Если, например, человек потерялся, но очень давно, куда-то переходят ли поиски на другие службы?
Ну, все три службы, ну, республиканская, федеральная, городская и так далее, все находятся в системе РСЧС, территориальной подсистемы РСЧС, то есть, которые контролируются и все подчиняются это Главному управлению Республики Саха-Якутия. То есть координационные действия все происходят через Центр управления. То есть любые поисковые работы по наращиванию сил, наращиванию техники происходят все через единую службу ЦУКС. Так что здесь, в принципе, никаких сбоев никогда ничего не было. Давайте немного, может быть, по статистике пройдемся. Сколько людей вот из тех, которые потерялись, находятся? Возможно, есть какие-то цифры уже этого года, вот с начала летнего периода, может быть, этого месяца? Ну, давайте поговорим по этому году, да, вот начиная где-то с конца июля по где-то конец августа в среднем уже потерялось более 30 человек. Вот. Из них, ну, единицы пока и находятся в поисках, там 1-2 человека, да, основные потерявшиеся, да, пострадавшие, как правило, находятся при помощи спасателей, либо выходят сами, либо при помощи телефонной связи, при содействии диспетчерской службы спасателей просто выводятся по телефону. Пострадавшие звонят и находятся в зоне досягаемости телефонной связи, просто оперативный определяет, в каком месте он находится, по карте смотрят приблизительно, в каком районе он может быть, потому что пострадавший ему говорит, какие ориентиры есть. В принципе, мы в пределах города определенно ориентиры уже как бы знаем, да, уже набиты какие-то свои точки, и оперативно объясняет, как выйти в ту или иную сторону. Соответственно, подъезжает дежурная смена, дает сигнализацию, звука, световую сигнализацию, и пострадавший, в принципе, выходит в тот район, где стоят спасатели. Вот. А в среднем, ну, я говорю, 30-40 человек теряется, вот только за последний месяц потерялось. Ежедневно практически на пульт дежурного приходит по 3-4 заявки, вот когда грибной сезон. 3-4 человека практически ежедневно. Но статистика все-таки утешает, большая часть ведь Да, находится. большая часть, конечно. То есть мы для этого и созданы, спасательные службы, чтобы найти человека, оказать ему помощь и доставить его родным. Евгений Игоревич, спасибо большое, что пришли. Уверена, что после нашей с вами беседы многим телезрителям будут полезны какие-то советы и что-то для себя актуальное вынесут. Благодарю вас. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.